Салам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 14 апреля 2025 года. а, Почти 16 часов. Уже 16 часов по Берлину и 18 по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодняшний наш стрим снова на YouTube-канале Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев. С вами я, соответственно, Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть безопасно, все остальное, пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности. Шарани, алейк салам, машвой. Что еще? Сегодняшний свой стрим я назвал «Глобальный обман Путина и его слепое окружение». Давайте об этом и многом другом поговорим. Но перед тем, как начать стрим, я вам сообщу о сводках полей сражений. 1310 боевиков российских уничтожено и ранено за прошедшие сутки в Украине. 19 танков уничтожено, 42 боевые бронированные машины уничтожены, 59 артиллерийских систем, 2 антиаэркрафт системы, 119 БПЛА, 179 автомобильной техники и цистерн уничтожено и 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Так, друзья, пишите комментарии. Давайте общаться. Давайте. Шалом, Эркин. Шалом. Так. Аслан, доброго дня вам и всем здравомыслящим. Путин просроченный диктатор. Приветствую, Германикус, кубанский парень или казак. Да, Путин, да, давно просроченный. Путин еще 2008 года просроченный. Но почему-то за Зеленского во время войны, который находится у власти, они любят говорить на эту тему. Знаете, я давным-давно обратил внимание, вы тоже, наверное, на это обратили внимание. Россияне абсолютно нагло, беспардонно все, что касается их, они взваливают на вас. И если они вооруженные бандиты, вооруженные боевики, они вас называют вооруженными боевиками. И если они террористы, они вас называют террористами. И так во всем, и в том числе и про просроченного. Да, именно так. Да, совершенно верно, Эркин. Да, совершенно верно. Большому сожалению, я оказался, когда критиковал Карамурзу, оказался в компании, хотя справедливо я все это сделал, как и положено, но связанных с Россией разнодеятелей я оказался. Вот что меня расстроило. Лица, связанные с российскими спецслужбами или около спецслужбских вещей там, вот я оказался с ними, к большому сожалению, никак, ни при каких обстоятельствах, ругая, критикуя, кого бы то ни было, я не собираюсь оказываться с ними в одной лодке. Не потому, что я чем-то там хорош, там лучше и так далее. Просто это уже принципиальная позиция, которая не может позволить мне быть с ними в одной лодке. Даже критика, заслуженной критики. Поэтому Карамурзу больше я обсуждать не буду. Он фашист самый настоящий. И это излюбленная тактика русских империалистов, вообще русских, российского этноса, русского этноса. Они всегда пытаются взвалить на других. Вот. Геноцид в 1944 году это сделали Сталин, Иберия, грузины, не русские никак.
ну и так далее, и так далее. Поэтому я, а, ну вот такая вот моя позиция по этому поводу. Я не то чтобы сожалею, но я думаю, не стоило мне сейчас, когда они это делают, заниматься этой критикой. Потому что таким вот образом они нас а, они неоднократно так делали. Через меня они атакуют своих оппонентов. Они являются пророссийскими, об этом знают местные спецслужбы, их не слушают, они как фон здесь занимаются и несерьезно относятся к тому, что они говорят. И меня несколько раз выдергивали и пытались и получалось у них, потому что я как бы без задней мысли, как положено, критикую своих врагов и так далее. Врагов я имею в виду, вот этих имперцев, фашистов. Других врагов у нас нет. Как-то так. Ну, алейк салам, источник покоя, Машвове. Так, свободу Ічкері, Крам. Дуже дякую. Слава Україні. Слава Україні. Так. Аслан Машвове слышал выступление имама из Ингушетии и властям по поводу того, что 2 имамов забрали силовики. Нет, не слышал. О, Машвове, Делер Саламашев, он находит. В посольстве РФ в Германии работают ФСБшники. Black Flame 18 говорит. Конечно, работают. Вообще посольство Российской Федерации, да и вообще любое посольство любого государства является отчасти разведывательным учреждением. Что же касается российского посольства, особенно РФ в Германии, то они, да, все стопроцентные. Я знал одну бабушку, я снимал квартиру у нее. Она мне рассказывала, она где-то работала вот в этих структурах, там раньше, лет за 70, уже такая старенькая бабуся была. И она мне рассказывала, что в каждом российском посольстве в советское время находились вот эти радистка Кэт, которая сидит на чердаке. Это считалось у них вот зона прослушивания или передачи, там вот этот азбукой Морзе, или как они там передают. Поэтому я думаю, с тех пор ничего не изменилось. Так, пророссийские псевдомусульманские паблики распространяют пророссийские распространяют, ну, не знаю, и в остальных странах Европы. Да, Black Flame, ну, вот я ответил на ваш вопрос. Уалейк салам. Уалейк салам. Аслан, почему французы этому Камарзу задавали вопрос, ожидается ли восстание в Ингушетии, Чечне и Дагестане? Как ты знаешь, я не имею секретной какой-нибудь инсайдерской информации, но я могу сказать, что я давно уже сделал вывод, что собираются объединять Чечню, Ингушетию и Дагестан. И каким-то странным образом, как ты обратил внимание, вот этот вопрошающий говорил именно про эти 3 республики. Как верно сказал Аят недавно, не про Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, ни про другие не говорились. Понимаете? А именно вот про эти 3 республики. Это план, который уже скрывать нет, уже он переходит в заключительную стадию, и поэтому план по объединению. Этот план исходит, конечно же, вот как мы видим, из Турции. Вот этот план. Дело в том, что Турция, которая находится в хвосте Европы, Запада, хочет, чтобы мы были у нее в хвосте. Для того, чтобы мы были у нее в хвосте, мы должны быть антисемитами, американофобами,
ну и всеми западнофобами, христианофобами, иудеофобами и так далее. Мы должны все это бояться. Короче, фашистами должны быть. Но турки не должны быть фашистами. Турки должны быть цивилизованными людьми, у которых есть доступ там, к Западу, субъектность, международная субъектность, ну и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле мы видим, что спотыкание Запада делается. Вот смотрите, например, почему люди, представляющие турецкий лагерь, скажем так, не поддерживают нашу легитимную чеченскую власть в лице Аяда Эдигова, Аллы Дудаевой и нашего президиума. Вот задумайтесь, почему. Дело в том, что вот этот весь лицемерный мир, в том числе и Турция, посчитали нас частью России. Понимаете, да? И посчитав нас частью России, они не могут взаимодействовать с нашим президиумом, который не является частью России, как этого хочет Турция. Именно поэтому они общаются с Ахмедом Закаевым, вот эти турецкие представители вокруг Ахмеда Закаева собираются, для того, чтобы нас представить, ну, как мы маргиналами получаемся, а они между собой, вы обратили внимание, вот эти разные, вот эти все деятели, они между собой якшаются. И у них все в этом смысле нормально. Связаны они с русскими, связаны они с турками, все нормально у них. Но дело в том, что в таком случае все они получаются заодно. Какая разница, помните, в 18 году, или когда была вот эта революция, в каком-то году, в 20-х годах, собрались, и Советский Союз разваливается, Российская империя разваливается, пришли большевики, и вот у них разговор такой возникает. Куда чеченцам идти, в какую сторону, какой путь выбрать. И говорят, нужно выбрать белых, нет, нужно выбрать красных. И вот такой диалог в помещении происходит. Вероятно, в помещении. И один встал и сказал, какая нам разница? Белая свинья, красная свинья. Свинья есть свинья. Понимаете? И вот приблизительно нам, в принципе, я не вижу для чеченцев разницы, если Турция нас признает частью России после геноцида. Что Россия признает? Да, Россия нас убивала. Она враг, навеки вечная. Да, пока она не извинится, не восстановит полностью ущерб, нанесенный нам, в том числе извинениями, материальным и так далее, уголовными судами и так далее. И вот нам пытаются под видом ислама, в чем обман? Я не против Турции, как ее империи, это просто сугубо их личное дело. Да? Находясь беженцем, не имея ничего, разбитый чеченский народ, постгеноцидный чеченский народ, я войну Турции объявлять не собираюсь. Но я хочу сказать, что для нас Турция, ну, есть она. Главное, чтобы люди, которые работают на Турцию, сказали, что они работают на Турцию, чтобы они не обманывали нас, вас, меня. Не надо обманывать. Работаешь на Турцию, повесь турецкий флаг. Я не работаю на американцев, на всякий случай. Но я могу поклясться и на Коране, и могу детектор лжи пройти с кем угодно. Получал ли я деньги от американцев, работаю я ли на них, на евреев, на американцев, на немцев. Абсолютно, 100%. Я могу пройти детектор лжи. Готовы ли они пройти этот детектор лжи, если они работают? Так получается, что турецкие, работающие на Турцию люди, они якобы там борются против России. Они люто ненавидят Россию. Да, ну, отлично, молодцы. Что вы делаете для чеченцев, тогда вопрос. Понятно, что вы ненавидите там Россию, что у нас нет задачи воевать ради воевать. Но против России много кто воюет и воевал. Какое нам это имеет отношение?
Вот нужно понять. Если вы работаете на Турцию, прям говорите, откуда у вас источники доходов, вы работаете там, вы преследуете турецкие интересы. Мне это не интересно. Абсолютно. И вот эти вещи нам нужно знать, чеченцы. Причем вероломство турецкой агентуры и Турции заключается в том, что они лживо говорят, что они за чеченцев, они за Турцию, и прикрываются исламом. Это такая универсальная такая палочка-выручалочка, где ты говоришь, да, мы же мусульмане. Так вот, почему Турция, у меня один единственный вопрос к всем строителям там исламских халифатов, там государств и так далее. Почему Турция, которая без оккупации, без там нападения извне, прекратила существование Османской империи, так называемого, в кавычках, конечно, возьмем, халифата, у себя на территории, и хочет у нас построить этот халифат? Просто так вопрос один интересный. Почему они не начнут у себя со Стамбула, с Константинополя возрождать свой халифат? И вот когда они возродят его, когда они станут такими же, как Америка, мощными, сильными, справедливыми, и мы, чеченцы, тогда будем вешать турецкий флаг и призывать защитить, помочь нас Турцию. А так боятся всю жизнь Россию, всю свою историю боятся Россию. И сейчас, когда Россия на издыхании, когда она фактически ввязалась в войну, в которой она не может победить, вот тогда можно, конечно, и героем стать, и показать уже там, о, русские туда-сюда. Я скажу, что Турция всегда мечтала о Покавказье, всегда, всю свою историю. Потому что очень много тюркоязычных живет на Кавказе, влияние было мощное, мощная агентура была мощная. Но никогда она не смела, хотя много раз были боестолкновения, и русские их так наказывали, что у них вся охота отбилась воевать против русских и российских. Это так, чтобы было понятно вся реальная картина. И нам сейчас активно там распространяют информацию, что с одной стороны там пророссийские, с другой стороны там протурецкие. Но почему-то они не говорят, что они такие. Вот о чем, вот против чего я возмущаюсь, вот что мне не нравится. А так, конечно, каждый имеет право говорить, что хочет, делать, что хочет. Мы живем в свободном мире, в свободной стране, я лично живу. Поэтому я не против, чтобы говорили там свои какие-то там вещи, проталкивали. Я против того, чтобы лгали чеченцам. Я устал от этой лжи. Наш чеченский народ доведен в состояние геноцида ложью. И в том числе чеченцев ложью. Понимаете? Среди нас было столько лжи, столько обмана, что сейчас я на это смотрю и ужасаюсь. Я говорю, что я это не хочу терпеть. Вот все, что нужно знать. Объединение, пускай Турция объединяет свои там провинции, с кем хочет, как хочет, где хочет. Я не хочу лично, чтобы нас объединяли с российскими провинциями, Дагестаном, с Ингушетией. И вот этот французский вопрос, задающий вопрос, говорит, восстанут ли, как в 90-х, да, мечта у них. Гремели чеченцы, гремели, поставили в позу партера Россию. И все были в шоке просто, как это чеченцы смогли победить. Маленькая Ичкерия победила огромную Россию. Как это так возможно было? Оказывается, все радовались, понимаете, что чеченцев истребляют. И никто не готов был нам помогать. Кроме американцев, кроме, может быть, Великобритании. И то преследует только лишь свои интересы, в первую очередь. Поэтому мы должны это знать, чеченцы. Никто за нас не будет решать нашу судьбу. Понимаете? Никакие турки, никакие там русские, никто не будет за нас решать судьбу. Как-то так, Дион. Как-то так. Давайте ваши комментарии почитаем. Пойдем дальше. Так.
Салам, Эд, дорогой, приветствую тебя, брат. Всех, друзья, приветствую. Аснат, скажи, пожалуйста, что сейчас с Рамзаном? А, Смотрите, помните Брежнева? Брежнева, помните? У него была болезнь, ну, там, алкоголизм, там, туда-сюда говорили. Ну, на самом деле, не столько это был алкоголизм, а был такой а, академик, потом уже стал академиком, конечно же, Чазов такой был. Есть еще институт микрохирургии сердца в Крылатском, на Рублевке. Есть институт этого Чазова, академика Чазова. Вот этот Чазов ходил в политбюро. Этот Чазов был личным врачом Брежнева. И он пичкал его лекарствами. Брежнева пичкали так лекарствами, что он превратился в растение. Некоторые говорят, что Рамзан Кадыров там, и я об этом тоже повторял вот эту информацию, что он там на наркотиках, там на таблетках и так далее. Но я допускаю, что сейчас время Кадырова подходит к концу для российских спецслужб. И сейчас Магомед Даудов уходит на первое место у них. И его пичкают. Я пришел к выводу, что все-таки его пичкают, Рамзана Кадырова, разными лекарствами, как этот Чазов, который пичкал Брежнева, точно так же пичкают и Рамзана Кадырова. Может реально какая-то болезнь, столько убивать людей, столько стресса, столько жестокости, и может быть реально какая-нибудь там проблема возникла. Хотя парень молодой относительно, и 50 лет уже, в принципе, и не молодой, но все равно, с учетом его возможностей медицинских, мог бы немножко подольше сохраняться. Но я считаю, что, скорее всего, это может быть как вариант того, что его пичкают чем-то, потому что ему нужно уйти. Он создал свою, его отец еще, Ахмад Кадыров, под его имя, под имя Ахмада Кадырова сдавались некоторые там, кто сдавался, амнистировался, переходил на сторону русских. И в принципе, Кадыров в определенной степени спасал этих людей от ФСБ, потому что многие были в розыске, но на многих был зуб у ФСБ, у Министерства нападения фашистской России. И он не нужен. Система меняется. Магомед Даудов следующая фигура, которая будет, скорее всего, выдвигаться вперед. Поэтому, может быть, с этим это связано. Может быть, с этим связано. Кадыров должен будет уйти вместе с Путиным, или, может быть, чуть пораньше. Магомед Даудов, как человек, как утверждают некоторые, Патрушева, должен будет остаться. Он должен будет принять Ахмеда Закаева, ну и так далее, и так далее, и так далее, как я это уже много раз рассказывал. Поэтому я думаю, что, вероятно, его пичкают разными там препаратами. Кстати говоря, про Брежнева была интересная история, когда он путешествовал по работе, там, по своей командировке по Советскому Союзу, он встретил какую-то медсестру молодую. И понимая, что его пичкает вот этот Чазов, он забрал эту медсестру, эту врача, эту женщину с собой в Москву. И ему долго КГБ рекомендовало убрать эту женщину от себя, но он ее не убирал, и в конце концов она просто пропала без вести. И Брежнев продолжил. Кстати говоря, его дочка точно так же была подсажена на стакан, и тоже с нее смеялись, и она бухала страшно по-черному. Ну вот, это методы управления своими агентами. Не дай бог Кадыров переметнется на сторону кого-нибудь. Не дай бог он там независимость, самовольство попробует сделать. Аслан, вітаємо United Kingdom. Вітаємо United Kingdom.
шабашники замутили, говорит, русские не правят Россией и не правили. Ну, может быть, не правили когда-то, но я вам скажу, что Патрушев, Путин и вся ваша коллегия ФСБ – это самые настоящие русские. А это вот источник принятия решений – это ФСБ. Головной центр вот этого дракона, вот этой змеи – это ФСБ. А там русские, да, есть там и евреи есть, и чеченцы найдутся, еще там кто-то найдется. Но в основном это русские. И русский дух, русская армия, русский офицер, русская береза. И все это ради русских делается, понимаете? Поэтому не нужно взваливать на других. Имейте мужество взять ответственность на себя и четко сказать, что да, мы такие. Следующее нападение РФ будет на Эстонию или Литву? Нет, Флам, я думаю, что не будет нападения. Нет, не будет нападения на страны Балтии и на страны НАТО. Я в этом убежден. Спасибо, Сокол, спасибо. Я думаю, что война, если сейчас она остановится, вот эти бандформирования, во-первых, будет большая криминогенная, будет резко рост будет криминогенной обстановки, и банды ФСБ будут крошить другие банды, которые появятся, независимые, свободные банды такие. И Россия будет погружаться в хаос, большой, мощный такой хаос. Не знаю, захочет ли Америка, есть ли в планах Америки это надолго растягивать, либо это произойдет как-то быстро и ситуация будет взята под контроль. Но я думаю, американцам, Западу не нужно стабилизировать ситуацию на России. Вот нет необходимости им для этого. Их задача ослабить Россию и добиться, себе извлечь максимальную выгоду. Ну, как для любой страны. Мне кажется, так. Посмотрим. Удобнее же всегда других обвинять. Да, Ларри, абсолютно. Всегда это такая... Это не только такая русская черта, скажем так. Это имперская черта. Отправлять других на войну. Помните, война против Грузии была, когда... Тогда пошел Ямадаев, Сулейм Ямадаев. Одна из групп только была. Одна из групп. Там целая армия зашла и так далее. Там было несколько сот, может быть, вот этих российских чеченов. И до сих пор грузины говорят, вот чеченцы напали, там и пропаганда об этом говорит. Какие они чеченцы? Они чеченцев убивали больше, чем кого бы то ни было. Какие они нам чеченцы? Поэтому я полагаю, что будет большой взрыв криминогенной обстановки. И я полагаю, что на Западе, задавая такие вопросы, что вот Чечня, Ингушетия, Дагестан восстанут или нет, я думаю, что на Западе хотели бы, чтобы это произошло, чтобы вот парад суверенитетов там и так далее. А я чеченцев призываю теперь, пока нас эти страны не признают, пока они не признают свои ошибки, пока они не признают в том, что геноцид совершили над нами, Россия, то нам вообще ни в чем не нужно участвовать. Кто хочет воевать, это есть Украина, поехать помогать Украине, это пожалуйста, а воевать на территории Чеченской Республики Ичкерия мы ни в коем случае не должны. А кроме нас, больше никто там воевать не будет. Это тоже мы знаем. Потому что когда Советский Союз разваливался в 1991 году, когда была возможность бескровно выйти из состава уже несуществующего Советского Союза, все побежали к России. Все.
Никто не возмущался, ни митингов не было, никаких не было. Ну, значит, нет самосознания, национального самосознания. Значит, удалось русским добиться того, чего они добивались. Либо и не было этого самосознания у этих народов. Потому что по большей части эти народы это осколки других народов, которые оказались на Кавказе. Кроме черкесов, чеченцев, ингушей, вот кроме нас, все остальные это осколки. Кто-то как оккупант приходил когда-то, проходили огнем и мечом по Кавказу, как это ворота из Азии в Европу. Либо торговыми там делами занимались, оседали. Вот так оказались там. Ну, все народы, которые лежат вокруг нас. Поэтому восстать этнически или там национально, сознательно к этому, ну, нету этого никого. Нету. Могут башкиры, могут татары, но они тоже особо не восставали. Да, песню спеть они могут, там, еще что-то там, чтобы там трек поднять там и так далее. Это невозможно, на мой взгляд. На России остались только те, кто не имеет своего, ну или очень слабое имеет национальное самосознание. Турки, они могут, Турция, могут там своих людей подбивать под что-то. И Россия будет, если очень слабая, можно будет там небольшими усилиями попробовать что-то сделать. А если же Россия будет достаточно сильна, она быстро потопит в крови это все. Все это прекрасно понимают. Азербайджан всегда готов поддержать чеченца, говорит Black Wolf. Большим уважением, Black Wolf, азербайджанскому народу. Но Азербайджан нас не поддерживал. Азербайджанский народ поддерживал. Азербайджан не поддерживал. Да, принимали беженцев, и не очень хорошо было, и хорошо было. Народ на глубинном уровне всегда относился к нам хорошо. И я отношусь с большим уважением к азербайджанцам. Но государство Азербайджан не поддерживало. Не поддерживало. Так, давайте дальше. Поэтому нападения на Турцию и Эстонию не будет. На страны Балтии не пойдут, я думаю. Аслан, твой канал в бане на псевдооппозиционных каналах русских. Я не знаю, на псевдооппозиционных каналах он в бане или нет. Я знаю, что на территории фашистской России мой канал запрещен. Нынешнее государство поддерживает вас и народ тоже, говорит мне азербайджанец. Уважаемый брат, нынешнее государство Азербайджана, если бы нас она поддерживала бы, оно бы установило бы отношения с нашим президиумом и признало бы, как это сделала сейчас Украина. А то, что сейчас происходит, это попытка нас обмануть Турцией и всеми остальными. Они хотят под видом, что нам помогают, помогать своим людям, чтобы установить свою власть. А у нас есть народ, чеченский народ. Понимаете? Мы 300 лет воевали против русских не потому, что нам война нравится, или же потому, что там русские самые слабые на земле. Как вы понимаете, это далеко не самые слабые. А теперь и весь мир это видит, что они далеко не самые слабые. При всем своих минусах и так далее. Мы воевали, потому что у нас есть национальное самосознание. И есть своя идея, идеология, которую не купить, не продать, не убить, не создать новую. Вот у каждого народа есть своя идея. Вот это идея чеченского народа. И пока есть чеченский народ, будет эта идея. Пока будет эта идея, и будет чеченский народ. А с нами пытаются действовать, как русские с нами действовали. Ваше мнение нас не интересует, вы должны делать, как мы скажем, и вы будете нам подчиняться. Но это никому не понравится, уважающему себя народу, уважающему себя людям. Вот точно так же сейчас пытаются
под видом братьев мусульман, под видом там из-за большого уважения к Азербайджану, к другим людям, которые мы уважаем, реально уважаем. И нам народы помогали. И турецкие народы нам помогали, люди, проживающие там. Но государство всегда нами пытались пользоваться и использовать нас. Поэтому я вынужден это прямо говорить, потому что сейчас наступает вот этот час X, о котором я уже несколько лет говорю, к которому мы подходим уже. И на этот час X определить судьбу нашего дальнейшего развития. Либо мы будем бесплатным приложением к Турции, великому турецкому Турану, Урану или кому-то там еще, либо мы будем самостоятельными, независимыми, теми, кем мы хотели быть. И мы будем самостоятельно независимыми. Не удастся никому нас заставить делать что-то против нашей воли. Если нам не верите, спросите у русских. Русские не из-за большой любви к нам Кадырова сделали самым главным и терпят это. Фактически они их терпят. Они люто ненавидят нас, чеченцев, даже человека, который им продался. Но при всем при этом они вынуждены ему давать и деньги, и поддерживать его, и держать чеченца. Они могли туда русского, как в Дагестане, еще где-то поставить. Но нет, вынуждены поставить чеченца. И Кадырову нужно спасибо сказать за свои миллиарды чеченским бойцам сопротивления, чеченскому народу. В противном случае русским никогда было. Вообще за всю историю до уровня царя чеченцев не поднимали. До того было недоверие, хотя понимали, что это такое ядерное заряд такой, чеченцы можно очень хорошо для своей страны использовать. Но так как отношения испортили разные там цари там и их, мы все знаем, да, и с русскими у нас доверие было нулевое, там равнялось практически, приближалось к нулю. И сейчас, да, был при Александре, это брат царя, был подняты чеченцы, служили Александру, там все такое, и готовы были свергнуть этого Ленина и так далее, но им поступил приказ, как я слышал, чтобы не началась гражданская война, типа давайте будем пытаться договариваться. В итоге получилась кровопролитнейшая гражданская война, и договариваться ни с кем не получилось. Но до уровня царя никогда не поднимали. Вот сейчас до уровня Путина подняли. Это для них большая заслуга, а для нас это ничего особенного. Да? Поэтому я думаю, что я уверен, убежден, что с нами будут считаться чеченцы. Главное, мы должны знать правду. Да, может, то, что я вам сейчас какой-то там аналитику даю, какой-то расклад, я могу ошибаться. Я такой же человек, как и вы. Я тоже ищу правду, пытаюсь ее найти и вам ее рассказать. Но при всем при этом я знаю, что как только мы эту правду узнаем, а мы ее узнаем, да, или хотя бы часть этой правды, необходимую нам, чтобы действовать как-то. Если мы все будем знать правду, то нас никто не заставит служить никому, кроме тому, кому мы посчитаем нужным. А вот сейчас такое время, очень интересное время, вообще шикарное время. Я вообще рад, что я живу в это время, потому что это невероятно интересное время. И будут очень интересные события, я так полагаю. Так, мы желаем чеченцам только добра и всех благ. Спасибо тебе, брат. И я желаю Азербайджану, азербайджанскому народу только добра, только всех благ, всего самого лучшего. И я, как азербайджанец, уважаю и люблю наш братский чеченский народ. Джахар Дудаев, Шамиль Басаев, герой. Спасибо большое, спасибо большое. Взаимно, я могу сказать взаимно. Не потому, что ты мне сейчас это пишешь, а потому, что я всегда так говорил, думал и всегда об этом говорил. Именно касательно азербайджанского народа.
Так, Кавказ должен открыть второй фронт. Говорит мне Сергей, ну, украинец, я полагаю, судя по нику, по написанию ника. Да, мы должны, конечно, всем мы должны. Сергей, а вы должны были открыть второй фронт, когда над нами совершался геноцид, и мы весь мир просто просили, призывали, кричали на весь мир. Вы должны были? Так вот, когда вы не открыли, Сергей, второй фронт в Украине, а наоборот, ваши отпускники ездили воевать, убивать нас, у нас закончился потенциал, я тебе скажу, человеческий ресурс закончился, да и вера закончилась в людей просто-напросто. На твой взгляд, сколько он еще протянет, говорит Германикус? Ты про Кадырова, наверное, да, говоришь? Я не знаю, Германикус. Загадывать на такие вещи очень сложно. Если его пичкать таблетками, просто перестать его пичкать таблетками, он сразу оживет, станет нормальным. Он и оживает, если вы заметили. Он то нормальный абсолютно, то еле-еле разговаривает. Поэтому я не знаю, сколько он протянет. Сколько Бог ему отвел, и ФСБ решает, столько и протянет. Ну да, надо работать только за свои интересы. А если они совпадают с интересами других, то для этого проекта надо двигаться вместе. Фаиза, я полностью согласен. Абсолютно, 100%. И мы готовы, я лично готов со всеми сотрудничать, который принесет пользу, учитывая интересы с теми, с кем я сотрудничаю. Будь это азербайджанцы, будь это турки, абсолютно мне без разницы. Ну, если учитываются наши интересы. Но здесь идет большая программа, которую я вижу изначально. Изначально нас поддерживали не потому, что мы такие хорошие, там, справедливость, чтобы восторжествовала, чтобы там помочь бедному многострадальному чеченскому народу. Нет, нам помогали, к большому сожалению, это правда, чтобы ослабить Россию, а не для того, чтобы нам помочь. И это стало понятным. Вначале это было непонятно. Казалось, да, все нам помогают, ура, там, борьба за независимость, борьба за свободу. Что может быть лучше? Это стало понятно, когда мы фактически потерпели поражение, военное поражение. Вот в этот момент стало ясно. И дальше нас начали дальше использовать как инструмент. Никто нас не признавал и так далее. Да, они кого-то вывозили в Турцию, помогали, лечили кого-то. Но в итоге мы сейчас видим вокруг легитимной законной власти, отстаивающей интерес чеченского народа, власти в лице нашего президиума, мы никого не видим. Людей, которые... А почему? Почему министр, так называемый, в кавычках, конечно же, министр Закаевский, там, иностранных дел, его племянница, она на фоне вот этого кадыровского флага. Почему так? И почему те, кто представляет, например, Турцию, да, ну, негласно представляет Турцию, они об этом не говорят, это я предполагаю, они почему-то общаются с Закаевым. Как так? Как, если ты борешься за свою свободу, за свой народ, то как ты можешь общаться с этими людьми? А значит, есть другая причина. Причина, потому что та, которая, что они вот вместе, совместно делают тут свои вот эти дела. Ну ладно, я много говорю про это. Я просто пытаюсь объяснить чеченцам и всем, кто нас смотрит, в какой ситуации мы оказались. При этом нужно понимать, что чеченцам я обращаюсь. Никто нас не заставит. Понимаете? Военхалаш ночи.
ويتحنا تورتي نو تحنا غاسقش تحنا داسق ودنيا نشوا وي نيتس ادويتر داتشونس وي ماش душон وي تحني на должен датчуна ودنيا ничего. Мы никому не должны, чеченцы, на этой земле. Понимаете? Они нам не были должны. И мы никому не должны. А тем, кому мы считали, что мы должны, в силу там пропаганды, там какого-то исламского мира, там какое-то братство Турции или там Запада и всего остального, нет, мы, эти иллюзии закончились, и мы должны понимать, только мы сами можем отстаивать свои интересы и двигаться в своем направлении. Только сами. Единственные союзники Ичкерии — это Украина и Грузия. Турция — это такая же империя, как Ирашка, и также занимается геноцидом мусульман. Мусульмане чеченцам союзниками быть не могут. Но могут, Сергей, нам быть мусульмане союзниками, потому что мы мусульмане. И я согласен с тобой, что единственный союзник наш является Грузия и Украина. Я в этом согласен. Вот с этим я согласен. Абсолютно, 100%. Но не согласен с тем, что мусульмане не могут быть чеченцами союза. Могут быть, и мы не делим ни на православных, ни на католиков, ни на иудеев, ни на мусульман друзей. Друг есть друг, союзник есть союзник. Не имеет значения его религия. Буддист он пусть будет, кем угодно будет. Друг есть друг, союзник есть союзник. Но, к сожалению, вот у вас в Украине такая же ситуация, как... Ну вот, я думаю, знаете, под итогом всего может произойти так, что Крым просто перейдет Турции. И уже об этом уже разные разговорчики идут. Кадыров Турцию убивает... Турция курдов Турция убивает по сегодняшний день. Абсолютно так, Сокол, абсолютно. И также будет убивать чеченцев. Причем объявлять их врагами ислама, не врагами Эрдогана и там их турецкой спецслужбы, а врагами ислама. И я буду, наверное, первым, кого объявят врагом. Уже меня объявляют врагом. Они главные тут мусульмане, они главные защитники обездоленных и все остальное. Я как бы буду плохой. Но я не ради того, чтобы понравиться Турции или России. Я ради того, чтобы мой чеченский народ не обманывали. Хватит лгать, надоело. Так. Когда была война в Чечне, я только родился. Надо смотреть, что имеем сейчас, а не что было когда-то. Чечня Украине как вассал не нужен, а вот как союзники интересные. Не Турция вам союзник. Сергей, я полностью с тобой согласен. Абсолютно я с тобой согласен. Мы хотим равные отношения. Не под, не над, а наравне. И только это нам приемлемо. Мы свободные люди. И только так мы хотим. Ну и как и украинцы, которые тоже за свою свободу веками сражаются. Я полностью с тобой согласен. Турция империя, которая попытается нас подчинить. Но мы не видим со стороны Турции, со стороны Украины шагов в этом направлении. Да, Верховная Рада признала. Но вместо того, чтобы поддерживать легитимную власть, поддержали пророссийского Закаева. Все, и вот на этом все уничтожено. Все, никто не пойдет за Закаевым. Вот сколько они туда вложили, каждый вот уже годами они его там раскручивают. И даже у чеченцев принято, особенно во время войны, вот воины, которые сражаются, они у нас авторитеты. Молодежь, у всех, наверное, так. В авторитете. Так вот эти воины, которые нам показываются по телевизору, они даже вокруг Ахмед Закаева согласились. Никто не осудил его, никто не провел конференцию, не назвал его своими именами, кто. Хотя они знают лучше меня, кто такой Ахмед Закаев. И я не виню полностью Украину. Я виню и этих наших воюющих там добровольцев, которые воюют за вас. В том числе их части, они тоже в этом виноваты. Они могли сказать об этом, но они не сказали этого. Но Украина это прекрасно знает, ваши спецслужбы знают, о чем мы говорим, знают. Они общаются с нашим президиумом, ваши представители, ваши власти там и, наверное, спецслужбы.
смотрят, наверное, наши каналы. Все это прекрасно известно. Мы с фактами, с доказательствами ничего никогда голословно не утверждаем. Но вот такая вот ситуация. К большому сожалению, и Украина не свободна. Понимаете? Украина, вот сегодняшняя ситуация с перемирием, с вводом войск, все это по причине того, что Украина до сих пор не освободилась от пятой колонны, от агентов России, КГБ внутри себя. Вот мы за это уж пришли. Все там Трампа ругают, Трамп пытается выйти из ситуации. Агентура, которая там вокруг Зеленского, там, во многих структурах власти, как есть, существует и мешает. Да, она нигде не, она в грудь себя бьет, какая патриоты, они нигде не светятся, но везде где-то подкладывают такую немножко мину. И поэтому вот украинцы топчутся на одном месте. И сейчас русские их атакуют. И так далее, и так далее. Хотя с таким оружием, с такой поддержкой, если бы нам отдали бы там, 100-ую часть того, что дали сейчас Украине, мы бы уже Москву захватили бы, и вынесли бы ключи и сказали бы, вот, кто нам дал оружие, вот, ребята, вот вам ключи, вот Москва, мы и возвращаемся себе в нашу страну. Ну вот, русские во время Первой мировой призвали диспропорционально больше народов с Кавказа и Центральной Азии. Из Центральной Азии забрано было 250 тысяч мужчин. Фаиза, 250 тысяч или там около того, это очень маленькая цифра. После окончания Второй мировой войны, я про Центральную Азию, ну да, Средняя Азия она называлась раньше, да, возьму вот эти все наши азиатские советские республики, которые были. После окончания 4 лет войны против немцев, я где-то читал эту информацию, сейчас не помню точно, и помню, что это был достоверный источник, на мой взгляд тогда, я его запомнил. За 4 года войны у русского населения был небольшой, но прирост. Каждый год обычно прирост, но за 4 года войны у русских были потери, и поэтому прирост был не такой большой. Но за 4 года он все-таки был. Самые большие потери понесли республики из вот так называемой Средней Азии. Ни одного мужчины не было. Вот найти нельзя было в Средней Азии, как рассказывали люди, что когда ты уходишь на улицу, ты не видишь вообще мужчин. Женщины, дети, старики. Самые большие потери таджики, узбеки, киргизы, туркмены. Вот у них были самые большие потери. Мы, чеченцы, тоже колоссальные потери понесли, но мы еще как народ понесли. Нас еще полностью депортировали, и мы потеряли 50-60 по некоторым оценкам от числа своих граждан. Поэтому колоссальные потери были. Не 250 тысяч мужчин было. Колоссальнейшие потери были у Средней Азии, у выходцев Средней Азии в советское время. И после войны их очень уважали за это. Об этом говорили, а потом потихонечку это начали скрывать, потому что, ну как, то есть русские же победили. Я тоже не понимаю, сколько оружия выделяют деньги, смотришь, все время Россия атакует. Да, Иркинс, к сожалению, так. Фаиза, сейчас Зеленский хочет остаться у власти надолго. Как вы это видите, что есть причина? Ну, власть, наверное, я не знаю, что есть причина. Зеленский имеет право еще раз баллотироваться, если я не ошибаюсь, по украинскому законодательству. И один раз быть избранным. И все, после этого больше 2 раза у них, по-моему. Больше не имеет права. Как-то так.
Не знаю, ну, власть, деньги. Вы же понимаете, какая коррупция в Украине. Это тоже большой бич. Что там пишут в заголовках? Не смотрела, не слушала, что Трамп отреагировал на бомбардировку, это дни Украины. Что-то типа, это была ошибка, это грантососы, так передают инфу. Я смотрел, что говорил по этому поводу Молодетка. Витаю вас. Трамп, он сказал, что ему сказали, что русские ошибочно нанесли удар, и как бы на этом все, в принципе, закончится, что уже близки к переговоры, что вот сейчас. Я думаю, Путин капитулировал. Я убежден уже на очень много процентов, что он фактически уже все сдает. И ему нужно протянуть время. И есть силы, скорее всего, или Путин также подыгрывает, или врет, что он не в курсе, которые наносят эти удары. И есть сейчас все основания вводить европейские войска, английские, французские, польские войска. И я думаю, их в ближайшее время ведут. И потом уже будут выборы, наверное, в Украине. Посмотрим. Разговор идет не за друзей, а за союзников. Никогда мусульмане за вас не воевали. Иран, Ирак, Сирия, Афган. Всем плевать было на Чечню. Всем мусульманам и сейчас плевать. Сергей, но скажите, а кто тогда другой за нас воевал? Если мусульмане не воевали, христиане воевали, может, иудеи воевали, может, буддисты за нас воевали. Так за нас никто не воевал. Понимаешь, никто. Против нас все воевали. И христиане, и мусульмане, и иудеи, и все, кто там доводилось. Весь мир воевал против нас. Точнее, потакал. Воевали русские. Сегодня все президенты работают на единую мировую элиту, хозяев денег. И этот спектакль, якобы противостояние с НАТО, это лапша на уши. Достаточно посмотреть, где находятся их семьи. Аркадий Москалев, то, что вы говорите, определенной степени имеет право на существование. Но не все так однозначно и односложно, как вы это пытаетесь представить. Не совсем так. Есть группы, есть кланы, которые имеют очень свои личные интересы. Каждая страна, каждое государство, в ней есть свои кланы. Это вот такая большая сложная система, которая нельзя так объяснить одним словом. Но если, например, Путину прийти и сказать, ну ты сдай, например, Телеграм и Дурова, который и Телеграмма пользуются российские военные в Украине, и мы за это тебе что-то там дадим. Там где-то санкции смягчим, где-то как-то поможем твоей семье выехать, еще какие-то услуги окажем. И он оказывает эти услуги. То да, можно сказать, да, он договаривается. Элиты, президенты друг с другом договариваются. Путина назначали, не избирали, а на Западе. Путин был назначен и возведен, дали возможность, дали добро. Давай, будь президентом России. Вот он им стал. Поэтому как-то так, друзья. Как-то так, Леон. Не все так однозначно. Но ты там на себя тоже пуху не накидывай. Армия та, что была в Чечне, и та, что сейчас в Украине, разные армии. С вами срочники воевали, а мы за Бахмут москалей больше положили, чем мы за Первую войну. Но я думаю, что ты просто не знаешь, накидывая пух, как ты говоришь, не знаешь, сколько было уничтожено русских оккупантов, во-первых. Во-вторых, и что количество убитых исчисляется победой. В Бахмуте, да, 20-30 тысяч, может быть, было убито. Так, по некоторым оценкам, в Чеченской Республике русские потеряли до 225 тысяч своих бандитов. А русские даже свою цифру называли 85 тысяч была цифра.
среднюю если взять, то 150 тысяч их было уничтожено. Но давай исходить из того, сколько войск вам было нагнано. Вам вначале 250 тысяч нагнали войска, потом до 300 подняли, потом до 400 тысяч. А нам в маленькую республику они сразу загнали 462 тысячи. Они об этом сами прямо говорили. Да, у нас территория поменьше, но и им, как, наверное, слону в посудной лавке было тяжело. У вас территории побольше. Поэтому, ну, я тебе скажу, что не стоит принижать то, что мы сделали. Понимаешь? Не стоит. Будешь не в выигрыше, если по справедливости будем разбираться. Будешь не в выигрыше. Так. Народы Украины должны объединиться, все те, которые сбежали, должны вернуться и поддержать президента в эту трудную минуту, говорит Эркин. Что касается, то ваша тема, нам нужен союзник, а не разбираться в ваших клановых междоусобицах. Сережа, сходи-ка ты за русским кораблем, хорошо? Понятно тебе? Было понятно изначально, к чему ты клонишь и так далее. Давай с моего канала за русским кораблем, да, скорее всего, ты из этих и есть как раз. Я тебе говорю про российского агента, а ты мне про какие-то межклановые. Ты уходишь законно заработанным баном в бан. Как, в принципе, можно принизить подвиг чеченского народа? Даже не представляю. Ну вот Сережа пытался принизить как раз. Так, Чечения первую войну сама Россия приняла 467, да, или 67, или 62, 462 было. В Чечении была вся армия России, МВД со всей России, срочники, контракты со всей СССР и зэки. Абсолютно так. Это, говорит, провокатор зашел сюда. Сразу было понятно, что междоусобицы. Нет у нас никакой междоусобицы, понимаете? Я вообще никаких кланов, никаких группировок не придерживаюсь. Любой человек, кто выступает против России и не связан с Россией, то он автоматически мой союзник. Понимаете? Вот обо всем. Вот только об этом и речь. А так, там, да, вы кланы какие-то там, туда-сюда, что междоусобица между собой, за власть мы боремся. Идите все за русским кораблем, кто так считает. Понятно вам? Я ни за власть не берусь, не дерусь, не борюсь, ни за что. И вы даже не знаете, какой мы путь прошли. Оденьте сперва нашу обувь и пройдите с ней, чтобы такое утверждать. Вы собрали русскую агентуру у себя в Украине и обижаетесь на Трампа, что он не делает как хотят, как вы хотите. Нет, к сожалению, все намного сложнее, чем вам казалось, да, что вам может показаться. Че, Сережа, с другим ником зашел быстренько? Тоже бан. Тоже мне умники. Вот из-за таких Сереж вы, украинцы, проигрываете эту войну. Из-за таких Сереж мы ее проиграли, чеченцы. Мы, чечен, только у нас они не Сережи были, а там какие-то Махмуды, Ахмеды там и так далее. Вот из-за них мы проиграли войну. Мы на войне ее выиграли, не имея никакой поддержки. Полностью весь мир против нас. До сих пор весь мир против нас. До сих пор. И при всем при этом мы выиграли эту войну. Но в тылу мы ее проиграли. В тылу. Вот на эти спецоперации. Понимаете? Вот в чем была беда. И Украина идет именно поэтому. Почему, думаете, сейчас вот все это происходит? Действия Трампа. Только лишь потому, что те люди, которые зазывали эти войска российские внутри Украины, они до сих пор находятся у власти и не дают этой армии победить, этому народу, который ломился сражаться сюда, с Германии, с Гамбурга парень уехал сражаться, и много людей уезжало, украинцев туда сражаться. И вот этот порыв украинского народа защищать свою страну, порыв
к справедливости спустили вот урну, да, можно так сказать. Вот такая ситуация. И кто-то там, Трамп это сказал, там, я вчера смотрел видео Табаха и там одного украинского парня, которые там рассказывают, а вот это сделал, вот вы же говорили это, вы же говорили то. Так вы же ничего не делаете, украинцы, чтобы вычистить эту пятую колонну. Фактически, я даже не столько вас обвиняю, сколько невозможно ее так вычистить. Понимаете? Невозможно ее, вот, она в таком объеме, в таком количестве, и плюс вы не знаете, кто, вы же не можете просто по подозрению людей там увольнять, сажать, преследовать. Нужны доказательства. А самые трудно доказуемые дела, так как они и юристы, и грамотные в этом смысле, обучаются для этого, это именно вот эти шпионские, агентские, разведские вот эти все статьи. Очень трудно доказать, к большому сожалению. Так. Так Россия везде сеет раздор между кланами, родами, религиями, север, юг, запад, восток и так далее. Да? Так. Побеждают те, кто объединяется по взглядам, а не по нации, религии и гражданству. Найти плоскость объединения. Кот Кискин эту плоскость для объединения еще не только там Джохар Дудаев и Звят Гамсахурдия выработали. Об этом говорят вся история наших народов. Об этом говорил Степан Бандера. Об этом все наши, кто боролся за свою свободу, имел национальное самосознание. Оно есть, эта идея. Но нам ее не дали, понимаете? В Украине не дали ее почувствовать. Нам, чеченцам, дали. Мы, чеченцы, именно так и сражались. Потом нам религией там нас вбили и разделили. И потом уже начали, вот эта дележка началась нас. А по большей части это все есть. Украинцам никуда идти не надо. Вся история Украины построена на этой борьбе. Нужно к ней обратиться. Но об этом не говорят. Об этом пытаются так вскользь говорить. Это так. За что воюют? Вот, так и непонятно. Поэтому многие говорят, надоело. За что? За Зеленского, который там во власти находится, и которого подозревают все то, что он работает на российскую разведку. Или там Ермака подозревают. Все, достаточно того, что ты не уверен в своем лидере. Все, мотивация на ноль. Ты сидишь в окопе, тебя сейчас убьют. И у тебя выбор. Там сидят какие-то люди, которые миллиардеры. И работают непонятно на кого, но точно не на Украину. Тогда, а за что я умираю тогда? Вот тогда вопрос возникает. Русские, понятно, за деньги идут. Они же так сделали. У них так и не нашли ни мотивацию, ни идеологию. Все поняли, что это туфта. И русские не пошли. Все ломанулись за границу, попрятались, где-то себе белые билеты понакупали. И тогда им начали бабки просто предлагать. Большие деньги. Ну, идет он, там, жена довольна, мать довольна. Чем он алкашом тут где-то шлялся, наркоманил, бухал. Иди лучше повоюй, заработай денег, посмертно хоть заработаешь, детям там на квартиру и так далее. Ну, вот такая вот ситуация. Как думаешь, Усама бен Ладен мог сделать теракт в 2001 году? Я думаю, да, добро с кулаками. Он мог его сделать, этот теракт. И я считаю, я убежден, исходя, кому это было выгодно, как дальше все это проистекало, я абсолютно убежден, что за терактом 11 сентября 2001 года стоят русские спецслужбы. Россия стоит. Это нужно было русским в первую очередь. Для того, чтобы отвлечь внимание от той геноцидальной войны, которую они вели против нас. И вот таким вот образом они совершили этот акт.
Я считаю, что Бен Ладен, вокруг Бен Ладена, или, может быть, он сам, или вокруг него находились представители российских спецслужб. Как-то так. Так, Джохар Дудаев заявлял, говорит Макс Имадаев, что эта война не против Чечни, война по восстановлению Российской империи, СССР. Он говорил, что если нас они победят, то следующий будет Крым, пока они не восстановят империю. Да, да, совершенно верно. Добро с кулака. Америка знает, что теракт в 2001 году сделали ФСБшники. Да, добро с кулаками. Я убежден, что она об этом знает. Их спецслужбы об этом знают. Знаешь почему? У меня в интервью, здесь на канале, я брал интервью у Дэвида Саттера. Вы его, наверное, знаете, это американский журналист. И он сказал, что он сделал запрос, он занимался расследованиями этих взрывов. И он сказал, что он написал запрос, если не ошибаюсь, в ФБР, по-моему, или куда-то в Госдепартамент он написал. И ему сказали, что засекречено, мы не можем дать вам эту информацию по взрывам домов. И я знаю, что, я уверен, что американцы, конечно, знают. Нет, я про взрывы 99-го года, подожди. Про это тоже они знают. Знаешь почему? Например, есть такой Константин Боровой, Константин Натанович Боровой. Вот этот деятель, прямом, здесь у него есть на канале видео, где он рассказывал о том, что к нему подошел сотрудник ГРУ в 2000, по-моему, году еще, и сказал, что они собираются атаковать. Это все есть, это видео есть, он сам в Америке находится, Константин Боровой, что у них есть возможность, что будет атака, и он сказал, что он пошел в американское посольство в Москве и сказал эту информацию. Ему сказали, что эту информацию не нам нужно, а там ФБР. И он полетел в Америку, встретился с директором или замдиректором ФБР и рассказал всю эту историю. И это он все прямо рассказывает. Гарри Табах он это рассказывает, и у себя на канале он это все вывесил, все это есть. Поэтому, либо это было в 2000 году еще, до атак. Он говорил про эти атаки, что там будет мощный теракт против Соединенных Штатов. Либо не поверили, либо еще по какой-то причине оставили без внимания. Но произошло то, что произошло. Американцы, я уверен, знают и про 99-й год взрывы домов в Москве, и про теракт 11 сентября, я думаю, знают. Когда Чечения станет независимой, мне кажется, русские попытаются повторить сценовой Донбасса с 2 северными районами Чечни. Акай, может быть, не знаю. Вообще русские собираются, я как вижу, что они ФСБшника Дмитрия Кечкина. Вы обращаете внимание не то, что Кадыров говорит, а то, что Дмитрий Кечкин делает. Это главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так вот этот главарь, они там, он переведен из Дагестана в Чеченскую Республику, и я полагаю, они сейчас долгосрочные там схроны, агентуру, там все это готовится. В случае, как только Россия ослабнет, они будут в зависимости от их своих возможностей, будут и дестабилизировать, и что угодно вытворять. Поэтому такая пока ситуация. Почему русские схавали рязанский сахар? Потому что русского общества, народа не существует. Это просто масса людей, которая абсолютно наплевательски относится не только к убийствам украинцев, чеченцев, к убийству русских они относятся наплевательски. Понимаете? Если бы русский народ был народом, общностью, гражданским обществом, они бы никогда бы не простили бы геноцид, совершенный в Чеченской Республике, в том числе русских. Русских уничтожали просто массовыми бомбардировками. У нас тогда несколько тысяч в Грозном оставалось русских, может даже десятков тысяч.
И они все были уничтожены. Понимаете? Никто не ожидал, что русские так придут. И за все это время, за уже 31 год с тех пор прошел, это в 94 году они как начали стирать город наш с лица земли. За все это время, почти 31 год, 30 лет прошло, ни один русский не возбудил дело по расследованию вот этих убийств, не начал этим заниматься, никто не говорил даже. Там в начале самом какие-то русские там журналисты, один-два там, я помню, читал, говорили про население русских. Поэтому нету русского общества. Русские разобщены. Русские искусственно, насильно собранная группа из разных, созданная нация из разных народов. У них нету корня, фундамента нет. И такая вот ситуация. Вот почему они не стали. Потому что их нет. Они посылают, да, им жить хочется, они могут сосуществовать. И, кстати говоря, русские очень образованные. Относительно, конечно, не так, чтобы все, но очень хорошая такая прослойка, образованные люди. И все равно молчат. Потому что ты за русских выступать, бессмысленно. Никто не оценит. За деньги, там, еще чего-то, да. А так ты дурак. Кто будет за них? Потому что ты один останешься. Ты будешь за них уже, если русские если появятся, он есть, они есть. И они как такие алмазы в куче навоза. Они абсолютно с другой планеты, эти люди. Они, да, переживают там не как русские нацисты, которые других ненавидят. И таким образом пытаются компенсировать свои вот эти садистские наклонности. А именно когда о русских думают, о народе, об этой искусственно созданной, но уже сформировавшейся, уже существующей нации. Нет. Это никому не нужно на России. Мало таких. Поэтому и схавали. И сейчас ни один русский офицер, самое важное в этой истории, ни один русский офицер, Квачковый, кто там у них вот этот, который, Ивашов, который против войны выступал, такие генералы, такие грамотные, такие большие патриоты, у них нету ни слова сказать в приличном обществе. Это никто и ничто в офицерском, военном или там каком-нибудь там достойном смысле, благородном смысле. Они никто. Когда в 99 году Путин, не просто там, когда они Грозный бомбили, там, нечаянно там побеждали там чеченов, там, еще можно понять. Целенаправленно Путин с Патрушевым подложили бомбы не только под дома, электрички взрывали. Это все делали русские спецслужбы. И Квачковы, и Ивашовы, и вся вот эта братья, которые сейчас там бьет себя в грудь, там показывают, какие они там прорусские, пророссийские патриоты. Они все показали, что они ничто. Понимаете? Они ничто. Убили их людей, русских людей, женщин, детей, стариков, самых незащищенных, спящих в своих домах. Убили те, кто по Конституции обязан был защищать этих русских. Поэтому ни одного русского офицера, заслуживающего уважения, не осталось. Кроме там Литвиненко, там отдельно кто-то. Можно Трепашкина еще уважить, который говорил об этом и боролся. И там пострадал за это, сидел за это, хотя он чеченофоб страшный, этот Трепашкин. Но все равно, нужно признать, не говоря уже отстраненно о русских, если говорить. Поэтому нету русских, ни офицеров нету, ни чести нет, ни достоинства нет. Есть просто сброд, за бабки готовы убивать, насиловать, грабить, мародерничать. Вот что есть. Американцы знают и про подлодку Курск. Да, совершенно верно. Я думаю, что подлодка Курск, возможно, такие слухи ходили, уничтожена как раз или англичанами, или американцами. Скорее всего, американцами. Видимо, заплыла куда-то не туда, либо еще что-то произошло. И была уничтожена. Я думаю, конечно, знают. Так. Как ты думаешь, родственники погибших в терактах знают, кто их сделал?
Думаю, многие знают добро с кулаками. Я думаю, знают. Если ты чуть-чуть болел за своего родственника, который погиб, ты в любом случае интересуешься этой темой. И, ну, я же не придумываю эти истории, понимаете? Абсолютно это не мной расследованные дела. Это расследовали люди, которые сами русские расследовали. Например, Трипашкин расследовал, например, Литвиненко расследовал, например, Щекочихин и Головин, которых тоже ликвидировали, расследовали. И они убедительно нам давали факты. Поэтому, я думаю, знают. Кому это интересует, не бич какой-нибудь, алкаш, а нормальный есть человек, он, я думаю, знает. Просто ничего сделать не может. Понимаете? Ничего он уже сделать не может. Потому что сама Россия, русский народ, или российский народ, он безмолвствует. Труслив. На войну за деньги убивать, погибать, они смелые. А сказать слово за справедливость против своей власти, то там уже как Бога боятся свою власть, понимаете? Так их сломали, вот что сделали. Это еще с древних времен это у них идет. Может, и американцам были выгодны эти теракты, и своих больше контролировать стали, говорит Баванятка. Может быть, были выгодны американцам, я не знаю. Я не знаю внутреннюю кухню американцев, я не знаю их спецслужбы. Сейчас много информации русские скидывают. Сейчас уже борьба у них идет с американцами. И они много информации такой чувствительной, интересной сбрасывают. Следите, очень много узнаете и про американцев тоже. Но я не думаю, что американцы сами бы пошли на это. Просто у меня в голове это не укладывается. Также у меня не укладывается, что Биньямин Нетаньяху согласился на то, чтобы вот эти террористы Хамас напали и вот это совершили. Тоже об этом говорят, убедительно, там факты там разные там ведут. Причем и евреи об этом говорят. Причем евреи больше об этом и говорят. Но я не верю. Не то, что... Не могу поверить просто, что Нетаньяху допустил это. Не верю, что американцы могли так допустить. Это нужно так низко пасть, таким быть аморальным, безнравственным человеком, что в это трудно поверить. А то, что Путин с Патрушевым сделали, и даже если бы тогда Патрушева не поймали с поличным, да, его людей не поймали, он не признал себе, я бы тогда и не поверил бы, что и они это делают. Вот, что вот целенаправленно спящих женщин, детей, они своих, чужих они беспощадно делают, но своих вот так, невинных, ну вот за что-то там, убиваешь чечена, а там вокруг 100 русских, ну ладно, там можно ради одного чечена. А тут ни одного чечена ты не убиваешь. Просто спят люди у себя дома. Ты обязан по закону, по чести, по достоинству защищать, а ты взрываешь. А вот Патрушев, Путин попали с поличным тогда. Поэтому мы все об этом знаем. Думаю, знают. И родственники знают. И американцы знают. И так далее. Россиянам плевать друг на друга. У них даже нет... Куда делся этот комментарий? Россиянам плевать друг на друга, у них даже нет традиции держаться ближе к родственникам. Это стадо одиноких овец, говорит кот Кискин. Спасибо, Лаура, спасибо большое. Так, регионы Москву не любят. Ну что, как сказать, не любят? Завидуют. Знаете, на России как? Они ненавидят чиновников, они ненавидят власть. Но если им даст возможность стать во главе на этот пост, они могут свою администрацию, там, главу администрации не любить, они начальника милиции могут не любить. Но если ему дать возможность стать на этот пост, он будет делать то же самое. Он его ненавидит, чтобы самому стать на это место. Но чтобы стать на место и быть справедливым, не коррумпированным, там, да, такого нет. Вот в менталитете, в понимании вот, ненавидят, завидуют. Скажем так. Я бы сказал, регионы не то, что не любят, они завидуют Москве. Но они, это все, Москва, это все для всех регионов, все считают, что да, это наша великая столица, там какая она красивая, там поедем с детишками там на Ленина посмотрим. Ну, это да, это есть.
Насчет Курска подводная лодка в Финляндии готова была вытащить людей, но Россия была против, типа это позором обернется, типа у них технологии, у них нет такой. Нет, я не думаю, что из-за технологии это было, на мой взгляд. Это было сделано потому, чтобы все, кто там находился, умерли. И не было свидетелей, кто сказал бы, что произошло. Вероятно, просто была либо столкновение было с западной какой-нибудь подводной лодкой, либо ее целенаправленно просто за то, что она влезла куда не нужно, ее просто потопили западники. Кто-то, наверное, американцы, только американцы дерзанули бы на это. Больше, ну, НАТО любой мог, в принципе, если приказ поступит. Поэтому я думаю, что они просто дали им умереть, чтобы они не сказали, что там произошло на самом деле. Во взрывах домов погибло 307 человек. Абсолютно верно, добро с кулаками. В 99 году взрывы 4 дома унесли жизни 307 человек. До этого были взрывы метро, переходы. Где-то использовались чеченцы в темную. Где-то, вот помните, был случай, когда украинских пленных русские сожгли. Вот просто заживо сожгли и все об этом начали говорить, распространять. Это методы Патрушева, такой ФСБшные такие жестокие методы. Патрушев, мне кажется, более жесток даже, чем Путин, на мой взгляд. И когда это произошло, одна украинская вот эта журналистка, пропагандистка, которой абсолютно не доверяю, общается с Фейкиным, у меня на канале есть это видео, пока оно закрыто, я многие видео пока закрыл, но сейчас я их открою. Может, это видео тоже у меня закрыто, я просто точно не помню. Но оно есть на канале. И там она говорит, что с Фейкиным, что нужно сделать так, чтобы в Украине захватывать чеченцев, лояльных Кадырову якобы и так далее, и обменивать их на азовцев, которые находятся в плену там у русских. И вот таким вот образом они пытались украинцев сподвигнуть на преступление, чтобы в мире все, ну, захват заложников, там, ну, чеченцы бы об этом кричали бы, что нас незаконно захватили, там, еще что-то. И таким образом украинцы теряли свою легитимность в глазах Запада, западной общественности. И вот таким вот образом они заставляли чеченцев совершать такие преступления. Где-то у тебя родственник сидит, друг сидит там в России, и говорят, ну отнеси сумку, поставь туда. И вот взрывали. Вот 95% я могу сказать. Я просто беру с запасом, так чтобы, может быть, кто-то совершал из наших. Но все теракты против мирного населения, 95% я скажу. 5% на всякий случай оставляю. Хотя я уверен, и на все 100 это может быть. Совершала ФСБ. Русские взрывали, русские спецслужбы взрывали русских. Это известный, достоверный факт. Всем это известно. И тогда погибло от взрыва домов 307, но было убито 1000 людей русских, русскими спецслужбами. Это известный факт. А как сделали Беслан ФСБшники? Завербовали своего человека. Хороший вопрос, я об этом рассказывал. Это такая длинная, немножко, она очень интересная история, и ее я несколько раз рассказывал. Дело в том, что ФСБшники местные, там РУБОП, по-моему, или АБОП у них назывался, они нашли человека, который служил вместе с Басаевым, воевал вместе с Басаевым и погиб. На его могилу пришел вот этот Ходов, Валерий Ходов. Пришел на могилу своего брата, они мусульмане были, прочитать ночью, пришел прочитать Коран. Потому что следили, а ему нужно было за своими, ну, прийти на могилу и прочитать там молитву над ним, над могилой. Там была засада, этого Ходова поймали, очень сильно там напрягли, пытали, вероятно. И ему сказали, доберись до Басаева, и тогда мы тебя пощадим. Он добрался до Басаева, сказал, что он хочет подняться в горы, поднялся в горы, был на базе у Басаева.
И понимая, что он поступает вероломно и подло по отношению и к брату своему погибшему на этих идеалах, на этой идее, и вот этим людям, он признался им, что его завербовали и прислали. И тогда Басаев решил переиграть российские спецслужбы и сказал, что давай тогда поиграем в эту игру. И ФСБшники тогда взорвали военное училище, по-моему, в Владикавказе. Погибли российские и осетинские, в том числе и другие люди, которые там жили, учились. Ну и еще там на рынке они там 1-2 теракта провели в Владикавказе, убили много мирных людей. И таким вот образом они пытались войти в доверие к Басаеву, сказать, что вот там мы настоящие. И это сам Басаев рассказывал, что он сказал, мы не верим словам, верим делам. И тогда начали они проводить вот эти теракты. И был план на, по-моему, 3 сентября в администрации города Беслана, здание администрации, должно было пройти совещание. Со всего Владикавказа, со всей Осетии там все должны были собраться. И туда должен был зайти наши бойцы, вот эти бойцы басаевские, и всех пленить там и так далее. Был такой план с ФСБшниками, которые вместе разрабатывали. И как бы Басаев обыгрывал их. Но в последний момент Басаев переиграл их и пошел не в это здание, а где они в это здание все должны были собраться, вот эти все чиновники с Осетии, а через черный ход они должны сразу были покинуть это здание. И когда чеченские или кавказские бойцы, которые там были, они зашли в это здание, они должны были быть блокированы и все уничтожены. По плану было так. Но получилось так, что Басаев переиграл их, и было 1 сентября. Большое скопление людей было у школы. И он направил своих бойцов туда. И вот такая вот получилась вот эта ситуация. Ну, как рассказывал Шамиль Басаев, фактически получилось так. И он потребовал просто остановить убийство чеченского народа. Как-то так. Алексей Старый, здравствуй, здравствуй, Сергей. Алексей, извиняюсь. Алекс. Так, зачем мне этот канал и как его заблокировать? А ты в Роскомпозор сходи, они тебе расскажут, как заблокировать. Так. Почему блокируете? Александр, я не блокирую. Мне нужно иногда мнение, на которое можно... Мне просто некуда плюнуть, и мне нужно иногда ваше мнение, поэтому я не блокирую хейтера. Ну, мат, перемат, вот это я блокирую. А так оставляю. Так, представителям российского плебса, жалкой циничной массе, можем лишь презрением, ответив презренным, консолидироваться и продолжать освободительную войну. Дух не сломлен, Ичкерия жива. Абсолютно так, Макс, абсолютно так. И пока мы не станем вот на этой позиции, мы их не победим. Норд-Ост вроде не Басаев делал, и не его люди были. Думаю, да, в Норд-Осте были не люди Басаева, но там были чеченцы, которые некоторые были в тюрьмах, женщины были в тюрьмах, оттуда их доставала российские спецслужбы и отправили в Норд-Ост. Да? Это было сделано полностью под контролем российских спецслужб Норд-Ост. Нужно было тогда закручивать гайки внутри России. И Путин, ФСБ, это было нужно, и они это сделали. Они потом после этого закрутили гайки. Почему Патрушев ненавидит людей? Не знаю почему. Друзья, спасибо вам. Так подробно в деталях знать, вы либо куратор, либо исполнитель. Софос, да, Софос у вас ник. Дело в том, что я прожил эту жизнь, испытывая все вот эти ваши спецоперации на себе лично. И пытался выжить. И я выжил.
выжил и набрался опыта, набрался знаний. И я знаю, как вы действуете, ваши спецслужбы действуют. И когда вам это жизненно необходимо, когда от этого зависит жизнь вас, ваших родственников, вашего народа, вы очень детально изучаете вопросы. А мы, чеченцы, еще, знаешь, в силу, видимо, сложившейся, как у евреев, тяжелых жизненных обстоятельств, мы очень способны запоминать, фиксировать, делать выводы. И вот делаем их в силу возможности. Слава Украине, все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай, God bless Америка. И все остальное. Вива Грузия, Аллах Казахстан. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикюэль Машуаль.